Федерации Кураж Ришат Булатович Мубаракзянов. Мы приглашаем спортсменов для показательных поединков и мастер-класса. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники соревнования. Для начала мы представим наших борцов. Борец в красной форме. Представитель Калининградской области, мастер спорта международного класса Алексей Крайнов. Борец в зеленой форме. Представитель города Санкт-Петербург, мастер спорта международного класса, победитель Кубка мира Эмиль Зиганшин. Вид спорта кураж имеет многовековую историю и получил развитие в более 40 стран мира. Основная суть борьбы – это оторвать соперника от ковра и положить на лопатки. Это будет чистый бросок. Покажите, пожалуйста, чистый бросок. Это наша суть, это наша красота, которую мы смогли сохранить в тысячелетней истории. Если спортсмен оторвал соперника от ковра и атакуемый оказался в положении на животе, на колене, присуждается 1 балл. Покажите, пожалуйста, 2 броска, которые выполнены 1 балл. Обратите внимание, спортсмен в зеленом оказался в положении на животе. За это борцу в красной форме присуждается 1 балл. Еще 1 бросок, пожалуйста. Также борец в зеленом выполнил атаку, и борец в красной форме оказался в положении на животе. За это присуждается 1 балл. Если атакуемый оказался в опасном положении, то есть положение близкое на лопатках, то присуждается 2 балла. Продемонстрируйте, пожалуйста, бросок. Борец зеленый выполнил действие, и оно уже было близко к чистой победе, но вторая лопатка не прикоснулась к ковру, и за это присуждается 2 балла. Еще 1 бросок, пожалуйста. Также борцу в красной форме за выполненное действие присуждается 2 балла. В виде спорта кураж он является классическим видом, запрещены зацепы ногами, то есть все действия, которые выполняются с помощью ног. За это спортсменам присуждается предупреждение. Это запрещенные действия. Цеплять запрещено. Борцу в зеленом за зацеп предупреждение. Также запрещены такие агрессивные поведения, это удары, укусы и так далее. Также запрещено выполнять упоры в лицо, в шею. Продемонстрируйте, пожалуйста. Упоры головой, также и упоры руками. Продемонстрируйте упоры руками. Запрещено распускать захват и упираться руками в голову, в шею и так далее. Вид спорта кураж – это очень динамичный, очень красивый вид спорта, который идет широкими шагами к развитию. Сейчас пройдут финальные поединки Кубка мира, где также определится абсолютный батыр в московском Сабантуе. Всем зрителям желаем красивых поединков, а спортсменам хорошей борьбы. Спасибо. До 100 килограммов на ковер приглашаются Абдулмалик Белхароев и Нурсултан Туганбаев. В финальном поединке весовой категории до 100 килограммов участвует в красной форме представитель
сборной команды России Абдулмалик Белхароев. В зеленой форме представитель сборной команды Кыргызстана Нурсултан Туганбаев. Чистая победа борцов в красной форме. В красной форме представитель сборной команды России Абдулмалик Белхароев. Дорогие друзья, прежде чем продолжить финальные поединки, мы напоминаем, что совсем скоро состоится поединок в абсолютной весовой категории. В этом году это уникальная абсолютная весовая категория до 75 килограммов. Это сделано для того, чтобы шансы на главный приз автомобиль от Раиса Республики Татарстан имели наибольшее количество борцов. Ведь до 75 килограммов борется наибольшее количество борцов по статистике на всех турнирах по КРЭШ. Ну что ж, мы готовы встретить следующий финал. И перед тем, как объявить следующий финал, мы напоминаем, что после поединков Кубка мира по КРЭШ состоятся поединки по КРЭШ вольному стилю среди любителей. Все желающие могут заявиться и пройти взвешивание приглашаемых к шатрам нашей площадки. Ну, а мы сейчас готовы объявить следующий поединок. Для финального поединка в весовой категории до 130 килограмм приглашаются Айнур Сыртаев и Айдарбек Балатбеков. Представляем борцов. Финальный поединок в весовой категории до 130 килограммов. В красной форме представитель сборной команды России Айнур Сыртаев. В зеленой форме представитель сборной команды Кыргызстана Айдарбек Балатбеков. Дорогие друзья, давайте поддержим борцов. Это одна из самых престижных весовых категорий. Давайте аплодисментами поддержим лучших из лучших, которые сегодня борются у нас на ковре. Чистая победа борцов в красной форме. Представителя сборной команды России Айрата Фаткулина. Ваши аплодисменты. Айнура Сыртаева. Поправляемся. Еще раз. Чистую победу одержал представитель сборной команды России Айнур Сыртаев. Небольшая пауза, пока мы готовимся к финальным поединкам. Давайте поддержим аплодисментами наших спортсменов. Дорогие друзья, сейчас совсем скоро, перед тем, как перейти к финальному поединку в абсолютной категории, мы с вами станем свидетелями поединков еще одного вида спорта, еще одного вида национальных единоборств. Это Кыргыз-Курош, национальное единоборство Республики Кыргызстан. В эти же дни проходят международные соревнования по Кыргыз-Курош. И у нас есть уникальная возможность стать свидетелями поединков по Кыргыз-Курош.
В поединке принимают участие чемпион мира, мастер спорта международного класса Сымых Алымкунов и чемпион мира, мастер спорта международного класса Нуртан Анарбеков. Дорогие друзья, важно отметить, что отличие этого вида борьбы в том, что разрешены подсечки, разрешены движения ногами, действия ногами. Это вольный стиль поясной борьбы. В отличие от крэш, здесь разрешены действия ногами. Два балла борцу в красной форме. Два балла борцу с красным поясом. Чистая победа борца с красным поясом. На этом показательный поединок Кыргыз-Курош завершен. Давайте аплодисментами поблагодарим борцов, поблагодарим представителей Республики Кыргызстан за демонстрацию уникального вида борьбы. Сейчас у нас есть уникальная возможность, вернее, она уже была, для тех, кто увидел это, могут быть рады и отметить этот день в своем календаре, то, что увидели два. Спортсмены Динар Каримулин и Шахзатбек Израилов. Проходит поединок в абсолютно легкой весовой категории до 75 килограмм, так как наибольшее количество спортсменов выступает именно в этой категории. И сегодня у нас в красной форме многократный чемпион России, многократный чемпион мира, обладатель титула «Спортсмен года в России», заслуженный мастер спорта Динар Каримулин! В зеленой форме призер чемпионатов мира, мастер спорта международного класса Шахзатбек Израилов! Два балла борцу в красной форме. Давайте поддержим борцов!
1 балл борцов в красной форме, предупреждение борцов в зеленой форме. Действие не оценивается. Предупреждение борцов в зеленой форме. Победу одержал многократный чемпион России, многократный чемпион мира, обладатель титула «Спортсмен года в России», заслуженный мастер спорта, боец в красной форме Динар Каримуллин! Давайте поблагодарим штаб Задбека Исраилова. Это был достойный поединок. Ваши аплодисменты ему. Динар, мы просим вас остаться на ковре. Дорогие друзья, ну что ж, кульминационный момент. Мы приглашаем почетных гостей для вручения главного приза. Для вручения главного приза абсолютному батыру приглашаются президент Федерации «Кураж» города Москвы, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Леонидович Николенко, главный судья соревнований, председатель Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», мастер спорта международного класса Андрей Александрович Слушаев и председатель правления Международной Федерации «Кураж» Равиль Уелович Ногуманов. Под ваши аплодисменты главный приз – сертификат на призовой автомобиль от РАИСа Республики Татарстан вручается абсолютному победителю Кубка мира 2026 года Динару Каримуллину, Россия! Бурными аплодисментами давайте наградим чемпиона, абсолютного победителя, обладателя главного приза нашего турнира. Мы еще раз награждаем аплодисментами, поздравляем Динара, благодарим почетных гостей за проведение вручения. Ну а всем зрителям мы напоминаем, что уже совсем скоро состоится церемония награждения Кубка мира. Ну и, конечно же, поединки по